Надо положить достоверный путь к нашим землям, Китаю, в Индию. И путь тот пойдет через наше ледовитое море. 300-летней годовщине со дня рождения известного путешественника, мореплавателя, исследователя, первооткрывателя Витуса Беринга. Именно это историческое место нашего города Якутска лучшим образом подходит для того, чтобы поставить здесь когда-нибудь памятник великому мореплавателю Витусу Берингу. Og vi stod der og så Irkutsk og Bajkalsøen for første gang. Самая тяжелая часть экспедиции, материальная база, она вся была формирована в городе Якутске, и выход всех. В этой передаче мы поговорим о значении первой Камчатской экспедиции, о ее итогах и значении. Преобразования первой четверти XVIII века характеризовались значительными преобразованиями в России. Наблюдалось усиление торговых отношений, создание флота, расширение торговых связей. Все это потребовало более точных географических знаний. И Сибирь с ее мягкой рухлядью и другими сырьевыми ресурсами, конечно, притягивала внимание не только частных лиц, но и государства. И, конечно, пути сообщения были слабо изучены. Нерешенный был вопрос по береговой линии, где кончается Азия, где начинается Америка. И изучение Севера и Дальнего Востока как раз с этого времени, с первой четверти XVIII века, стало приобретать и приобрело государственное значение. 23 декабря 1724 года, это как раз скоро 300 лет будет, был подписан указ о первой русской правительственной экспедиции на северо-восток. Петр Великий был заинтересован в открытии Северного морского пути через Ледовитый и Тихий океан. И за несколько недель до смерти Петр I подписал инструкцию для капитана-командора Витуса Беринга, датчанина, которого он хорошо знал лично. Карты подай. Ты, Беринг, в Индии был. Корабельную службу знаешь. Надо положить достоверный путь к нашим землям, Китаю, в Индию. И путь тот пойдет через наше ледовитое море. Дело большое, но если повеление ваше таково будет, то надо сперва положить на карту берег по Ледовитому морю. Ты, Беринг, это сделаешь. Вашей волею, государь. А ты сделай своим умом. Попробуй. Ты, Беринг, человек усердный. Я волю с тебя не снимаю. Кто карту чертил? Мичман Овцин. Он здесь, государь. Пойдешь ты к Ледовитому морю карту снимать и проверять, как там киты твои плавают. Пойду, мой государь. На боте пойду. Бойкий ты. Кто твой учитель? В последнее время лейтенант Чириков. Ты уж учеников имеешь? По его приглашению он поступил на русскую службу в 1704 году. И Беринг, кстати, участвовал в азовских и прусских походах Петра I, в строительстве Кронштадта и в войне России со Швецией. И как раз его личные качества, его образованность, и как раз оно позволило Петру I сделать такой, решение кадрового вопроса, повлияло
на то, чтобы командором этой экспедиции стал именно Витус Беринг. Потому что Петр I, как я еще раз сказал, он его знал лично, очень хорошо, его качества. Сегодня мы открываем торжественное собрание, посвященное 300-летней годовщине со дня рождения известного путешественника, мореплавателя, исследователя, первооткрывателя Витуса Беринга. Я чуть было не сказал Ивана Ивановича Беринга, поскольку Витус Беринг в нашей стране был известен именно под этим именем. И мне кажется, что это очень символично, что сегодня мы даже затрудняемся как-то причислить Беринга к той или иной стране, потому что, как известно, Беринг родился в Дании и по национальности является датчанином. В то же время мы называем его русским исследователем, и мне кажется, что это совершенно правомерно, поскольку около 40 лет своей жизни и деятельности Беринг провел в России и многое сделал для того, чтобы возвеличить славу российской науки, российского флота и России в целом. Это трудно так утверждать, пока не встретилось документов, мне лично таких. Но я знаю, что Миллер, ученый, работал и открыл в якутских архивах подлинные документы о плавании Дежнева. Вот. И об открытии пролива. А точно знал ли Беринг об этом, я затрудняюсь сказать. Беринг возглавил первую Камчатскую экспедицию. Она длилась 5 лет, 1725-1730 годы. И согласно этого документа, задача этой экспедиции была поиски места, где оная, то есть Азия, слилась с Америкой. То есть северо-восточный проход надо было найти. Задачи экспедиции были сформулированы по требованию Петербургской академии наук и иных академий. И год создания Российской академии наук, как вы, наверное, заметили, он практически совпадает по времени с первой Камчатской экспедицией. С разницей, может быть, там на какие-то месяцы. 13 июня 1721 года путешественники на корабле «Святой Гавриил» вышли в море из устья Камчатки и проследовали к устью Анадыря. Открыли губу Святого Креста, прошли проливом, открыли несколько островов Святого Лаврентия, Диомида и собрали сведения о береговой линии северо-восточных рубежей Азии и приблизившись к решению поставленных задач. Что там на востоке, какая граница. Значит, на кораблях были геодезисты, они отмечали координаты вот этой береговой линии и составляли более точную карту, которой практически не было. В ходе экспедиции была составлена карта азиатского побережья, пролива между материками, а также собраны очень ценные сведения о материальной культуре и хозяйстве якутов, венов, чукчей, камчедалов, коряков и также русского населения Камчатки. Экспедиция в этот раз не пришла к окончательному выводу о существовании пролива между материками. Для этого были объективные причины. В 1728 году увидеть берега Америки участникам экспедиции помешал густой туман. Такая вот случайность объективная. И в 1729 году была вторая попытка, но опять же из-за сильного ветра и тумана берега Аляски не удалось увидеть членам экспедиции. И Святой Гавриил вынужден возвратиться в Большерецк. Материалы путешествия, карта, составленная во время путешествия, была представлена в Академию наук. Она обсуждалась неоднократно на заседаниях общего собрания в 1727, 1730 году и в 1735 годах. Есть материалы об этом в архивах. И академики Миллер и Паллас составили ее первое описание вот этой карты. В 1730 году Беринг внес в Адмиралтейскую коллегию
предложение о постройке судов и разработке полезных ископаемых и организации новой экспедиции на восток, и оно было, кстати, поддержано правительством. Адмиралтейство, коллегия и Сенат, это были главные органы, которые решали такие ответственные вопросы, они занялись разработкой задач новой камчатской экспедиции, опять же под руководством Витуса Беринга, который обладал знаниями, опыта работы на Северо-Востоке. Лучше его не было другой кандидатуры, и он был самый знающий человек. Наверное, в общей сложности он пробыл, кстати, в нашем городе Якутске порядка 2 лет. Есть объекты, где он находился. Самый центр исторического Якутска у меня за спиной. Троицкий кафедральный собор. Сейчас он не совсем в приглядном виде, но несколько сот лет назад это был действительно центр светской жизни нашего старейшего города в Сибири. Сейчас мы подходим к центру площади Дружбы, которая украшена новой мостовой. И в те исторические времена это был самым центром города Якутска. В свое время, в XIX веке, на этом месте находился сквер, впоследствии названный сквером имени Крафта. Сейчас у нас здесь площадь Дружбы перед зданием театра оперы и балета. И как раз мы ставим вопрос о том, что в городе Якутск он заслуживает того, чтобы здесь был памятник этому замечательному человеку, который положил практически свою жизнь на алтарь российской науки. Именно это историческое место нашего города Якутска лучшим образом подходит для того, чтобы поставить здесь когда-нибудь памятник великому мореплавателю Витусу Берингу. Они здесь более 300 лет назад когда-то находились, ходили. Здесь напротив и православная церковь, здесь и памятники современной эпохи. Собственно, это и есть то самое историческое место, центр, где поодаль от меня находится Кружало и другие объекты на своих естественных, аутентичных местах. Поэтому, мне кажется, и берег Лены недалеко, который, собственно, здесь, видимо, фарватер проходил несколько сот лет назад. Поэтому это место лучшим образом подходит для того, чтобы поставить здесь памятник великому путешественнику и мореплавателю Витусу Берингу. Sarens udsending stod foran mig på kajen i Amsterdam og sagde, Herr Bering, de er den mand, Saren har brug for. Eller dengang, da passet åbnede sig for første gang, og vi stod der og så Irkutsk og Bajkalsøen for første gang. Eller dengang, da du, Anna Lide, kom gående på broen hen over Neva. Og lige pludselig, der er så klart, det var så underligt. Er det nu, det sker? Jeg står. Kunne I hjælpe mig op? Så færdig. Jeg har brugt mig. Tak Gud. Anna? Dit klaver?
На сей раз значительный рост подготовки экспедиции и ее проведение продолжала непосредственно Академия наук, и ведущие учреждения страны составили для Витуса Беринга ряд инструкций. Вторая экспедиция уже состоялась в 30-40-х годах 18 столетия и до сих пор вызывает удивление и масштаб вот этой экспедиции даже по сегодняшним временам и изучается специалистами. В состав этой экспедиции входило более 1000 человек, офицеры, ученые, студенты. Исследованием была охвачена громадная территория, север Сибири, Камчатка, северо-восточная, северная часть Тихого океана и так далее. Ну, подробно я, наверное, расскажу о второй экспедиции, более масштабной по своему значению, в следующий раз. А первую и вторую экспедицию в историографии принято называть Великой Северной экспедицией. Поэтому в декабре будет 300 лет, и я хотел бы, чтобы мы эту дату как бы помнили и ее как бы достойно отметили. Что касается проекта «400 лет Дальнему Востоку», он также развивается, Академия наук поддерживает его. Действительно, население Российской Федерации должно знать о значении открытия северо-восточных рубежей, которое дало большой толчок развитию нашей страны. И, конечно, мы должны помнить людей, которые приложили свои усилия, отдали свое здоровье, некоторые жизни на открытие этой экспедиции. Многие из членов этой экспедиции, когда в нее записывались, они не знали, вернутся они или нет. Настолько была сложная ситуация, не было безопасности на этих кораблях, очень многое зависело от погоды и так далее. И мы должны, конечно, помнить, и мы должны гордиться тем, что массовая самая часть, самая тяжелая часть экспедиции, материальная база, она вся была формирована в городе Якутске, и выход всех экспедиций как раз проходил через город Якутск.